В дальнейшем в общих словах о формировании нового молодого осетинского дивизиона, который нес именно регулярную службу российской армии. Вопрос, в принципе, о привлечении осетин на военную службу обсуждался со второй половины 1780-х годов. Также ввиду большого числа служивших уже осетин в частях Терского казачьего войска было принято решение о сформировании данного дивизиона и о его службе именно в нескольких отдельными сотнями, в нескольких полках Терского казачьего войска. Например, в дореволюционной военной энциклопедии, в фундаментальном труде, в 20 томах, по-моему, в алфавитном порядке, где идут термины, понятия, воинские части, указывается, что осетинский конный дивизион сформирован 10 июля 1890 года на Кавказе из осетин, прикомандированных первому Сунжинско-Владикавказскому полку офицеров регулярных частей Терека и Кубани. Я сейчас более подробно скажу о нормативных документах, о его формировании, и краткая летопись о его службе. То есть сформирован в 1890 году. Иногда путают даты, почему-то пишут, что это был 10 июня, а на самом деле 10 июля 1890 года. Иногда называют дату формирования 1891 год. Если документ конкретный, это из законодательный акт, из полного свода законов Российской империи, где, собственно, сам этот закон под номером 7051 вышел 10 июля и был высочайше утвержден положением военного совета по сформированию осетинского конного дивизиона. Краткая летопись его службы. То есть в 1896 году была установлена нижним чинам особая форма. Также в 1896 году присвоено казачье конское снаряжение для лошадей. В 1891 году дивизион причислен к Кавказской кавалерийской дивизии. В 1897 году был расквартирован в городе Пятигорске. В 1897 же году был пожалован стандарт образца 1883 года. И также утверждена новая табель о снаряжении нижних чинов. В 1899 года расквартирован в городе Владикавказе, одна сотня в городе Нальчике. И в 1908 года расквартирован в городе Ставрополе. Я расскажу потом дальше причину этого. Собственно, сам законодательный акт за 1990 год. Тут указывалось о том, что военный совет высочайше утвержденным положением определил: первое, сформировать из осетин, прикомандированных первому Сунжинско-Владикавказскому полку Терского казачьего войска, конный дивизион по нижеследующему штату, с тем, чтобы хозяйственная часть в этом дивизионе была введена на основании общего положения о хозяйстве в отдельных частях войск. Далее тут различные нормативные ссылки. И второе. Офицеров в осетинский конный дивизион назначать как из казачьих, так и из регулярных частей, строевых же нижних чинов и всадников для прислуги, всех из осетин, и только до образования из них потребного числа урядников. Урядники — это как сейчас сержанты в современной армии и прапорщики. Последних разрешается прикомандировать от казачьих частей писарей, оружейных, подмастерий, мастеровых, обозных замещать как осетинами, так и нижними чинами регулярных войск, фельдшеров и оружейного мастера назначать по распоряжению окружных военно-медицинского и артиллерийского управления. Соответственно, расписывалась форма для чинов дивизиона. Мне в своде законов не удалось найти именно роспись полной формы, там дальше будет примерная реконструкция. Например, погоны для чинов дивизиона были утверждены такие. То есть первые от того края — это погоны для офицеров. Для штаб-офицеров это выше, где-то войсковой старшина, полковник,
ну, примерно как сейчас подполковник и полковник. И, соответственно, обер-офицеры, это вот лейтенанта сейчас и до подполковника. То есть вот такие погоны. И для рядовых как бы вот такие погоны без ничего. Соответственно, с маркировкой ОС, ну, Остинский дивизион сокращенно. Если к нижним чинам также причисляли урядников, прапорщиков, если это можно было отличить по полоскам на погонах, если там, по-моему, 3 маленькие полоски это младший урядник, 2 полоски это урядник и одна такая большая жирная это урядник, старший урядник. Вот. Также расписывалось в штатах и в табелях, ну, кратко вот, об устройстве дивизиона, то же самое нормативные документы. Указывалось, что штаб обер-офицеров было 11, а в нижних чинов, то есть, ну, вот, например, по офицерам командир дивизиона 1 человек, заведующий хозяйством 1 человек, сотенных командиров 2, то есть 2 сотни дивизион, но это 2-3 сотни, но в данном случае мы говорим о 2 сотнях подъясаулов, 1 сотников, 4 хорунжих 2. Ну, по воинским званиям хорунжи, как сейчас лейтенант, сотник, старший лейтенант, подъясаул капитан и ясаул майор. Также их всего 11 было. Указывалось, что чиновников, врачей младшего и ветеринарного по 1, нижних чинов вахмистров 2, урядников по 8, старших и младших, штаб-трубач 1, трубачей остальных 6, приказных 16 и всадников 228. Всего 269 плюс 11, 280 человек. Соответственно, ну, по окладам, денежным окладам, тут картина была примерно такая, что ну, вот офицеры по чинам ему определялось. В нижние чины, ну тут, конечно, для нашего времени это смешные деньги, но я скажу, что на тот момент времени царский рубль был одной из самых твердых валют в мире, обеспеченных именно золотом. По-моему, там даже стоил дороже, чем доллар тогдашний американский. То есть за, по-моему, 1 царский золотой рубль давали, ну там что-то $1,5 или как-то так. Ну, в общем, при том, что казна давала всадникам обмундирование, питание, оружие, ну, то есть получали примерно полный оклад вот для вахмистров 36 рублей. Ну, это при том, что, например, килограмм мяса тогда стоил там несколько копеек. Для урядников 27 рублей, ну и для там, штаб-трубачей 27, для всадников 6 рублей в месяц. Ну, понятно, что это было как заработок, ну какой-то дополнительный, то есть это для там, каких-то расходов повседневных. Так казна, в принципе, все обеспечивала. Также лошадей для дивизиона полагалось для нижних чинов 303 лошади. То есть всего лошадей, нет, это, извините, не то. Всего лошадей в дивизионе 291 было. То есть, собственно, каждому всаднику, офицеру по лошади. И еще были лошади для хозяйственных нужд. Ну, вот все эти документы, в принципе, нормативные, а также взяты из свода законов Российской империи, поэтому в дальнейшем какие-то публикации я все это буду публиковать, там можно будет это все прочитать. Вот, ну, собственно, вот эти нормативно-правовые документы. Например, также 1 сентября 1891 года в законе 7966 говорилось о форме для всадников дивизиона. Например, для штаба обер-офицерам нижним чинам Остинского конного дивизиона указывалось иметь обмундирование, снаряжение по форме конных полков Терского казачьего войска с шифровкой на эполетах и погонах из литер ОС. Ну, то, что я ранее показывал. Согласно прилагаемому рисунку. Рисунок был ранее. Ну, тут форма конных полков Терского казачьего войска, в принципе. Ну, вот также маркировка погон в цвете примерная. И примерная реконструкция формы, это
в интернете занимаются вот специалисты, кто по этой форме, как говорится, собаку съел. Различные варианты, вот это для офицеров, фуражка для офицеров была характерна. То есть это сайт антология народ.ру, там можно посмотреть, там, наверное, форма всей российской дореволюционной армии расписана. Ну, то есть маркировка погон, ОС, соответственно, ну, ничем не отличалась от казачьей формы терских казаков. В 1891 году также вышел приказ о прикомандировании Осетинского конного дивизиона Кавказской кавалерийской дивизии. То есть там служили и регулярные полки российской армии, драгунские и так далее, и казачьи, и один казачий полк. Кстати, сам Осетинский дивизион был приравнен к драгунским полкам российской армии, то есть не к казачьим, а к драгунским. Также в 1897 году, есть подтверждение, вот тоже документальное, было присвоено знамя Осетинскому конному дивизиону. Это было знамя не вот то, которое наградное, а уже новое, то есть для новой воинской части. Найти его реконструкцию, к сожалению, не удалось, но, в принципе, в основном на тогдашних знаменах это был вензель императора, то есть Н, соответственно, Николай II, Н и в центре римскими 2. И на обратной стороне знамени двуглавый орел, ну, герб России тогдашний. Как правило, знамя было обшито вот золотом, ну, очень красивое знамена. В нашем Краснодарском музее имени Фелицина хранятся, например, знамена частей кубанского казачьего войска. Просто, честно говоря, под рукой не оказалось фотографий, поэтому не могу показать. Но по аналогии даже многим нашим полкам, вот этим указом от мая 1897 года были дарованы знамена. И поэтому вот, что потом стало с этим знаменем, проследить не удалось. Ну вот также архивная выписка, проливающая свет на формирование, собственно, Осетинского конного дивизиона и привлечение осетин к отбыванию воинской повинности. Например, вот в осетинской блогосфере есть публикация, ну, схожая вот с моей темой на этот счет, это у блогера Магаса Дедякова, «Осетины и дикая дивизия», и, ну, где он частично это расписал, но я копнул более глубже. Например, вот в одном из в Центральном государственном архиве Российской Федерации такой документ хранится, опубликованный вот в одном из сборников документов по истории тогдашней армии. Указывалась архивная выписка из записи о формировании в 1787 году на Кавказе туземных дружин и привлечение осетин к отбыванию воинской повинности. Ну, сразу хочу сказать, что такие термины туземные, народцы, в тогдашней терминологии несли уничижение, то есть туземные по тогдашним терминам, то есть коренной житель той или иной местности. То есть тут говорилось: высочайшим указом правительствующему Сенату, объявленным при приказе по военному ведомству в 1887 году номер 191, осетинам-мусульманам даровано право отбывать воинскую повинность лично, наравне с осетинами-христианами, на льготных основаниях, предоставленных туземному населению Закавказья, с тем, чтобы подлежащие вспомянутого населения новобранцы были назначены на службу в полки Терского казачьего войска. Ну, то есть вот до этого времени не отбывали воинскую повинность народы Кавказа именно даже из христиан и из мусульман. Почему? Потому что когда Кавказ входил в состав России, одним из условий договоренности с царским правительством было то, что народы Кавказа не будут на регулярной службе в российской армии состоять. Это прежде всего по религиозным соображениям было, потому что тогдашняя российская армия сплошь была православная на 95%, и поэтому боялись, там постоянно такие слухи были, и турецкие эмиссары это распространяли, о том, что Турция тогда была центром, мусульманской жизни для мусульман Кавказа и Средней Азии.
распространяли слухи, что там их насильно будут крестить в армии и так далее, там всех разбросают по разным полкам. Соответственно, это вызывало большое отторжение к вопросу о воинской службе. И вот в частности писалось, что вследствие этого главным штабом сделано было распоряжение, чтобы подлежащие призыву в 1987 году 100 новобранцев из Остин, включенные в общий контингент 200-400 призванных из всего туземного населения Кавказского края, в видах более успешного слияния Остин с казаками, были распределены на службу по всем терским полкам, образовав из них 15 и 16 ряды в каждом. Распоряжение это, однако, не было приведено в исполнение, так как вследствие особого ходатайства командующего войсками повелевало разрешение его всех Остин призыва 1987 года не распределять по полкам, а оставить впредь до особого распоряжения в Сунжинско-Владикавказском полку, так как в полку в этом служит уже значительное число одноплеменников, новобранцев Остин, и имеются для них свободные казармы, что дает полную возможность без всяких трат времени приступить к фронтовому их обучению, а также освоить их, познакомить их с казарменной жизнью. Также указывалось в том, что ввиду того, что Остинам, предназначенным на службу в Терское казачье войско, присваивалось обмундирование, о чем я говорил выше, по аналогии с казачьим. И в дальнейшем говорилось, например, о службе, тот же Магаз Дедяков писал, что ему не удалось найти данные, почему именно Остин-мусульман призывали к службе, тогда как ни адыгов мусульман, ни других мусульман Кавказа не призывали. Но тут указывается, что касается затем самого хода призыва Остин и вообще инородцев в Терской области к отбыванию воинской повинности в минувшем году, то по донесению начальника области он был совершен во всех призывных участках в полнейшем порядке. Население вообще отнеслось к призыву с искренним сочувствием. Причем лучшими представителями остинского племени монаршее благоволение к остинам-магометанам было принято как залог сближения и братского слияния вообще всех остин, разъединенных до этого под влиянием различия веры. И была высказана от лица всего населения глубокая благодарность государю, императору, вместе с искренней готовностью по первому призыву явиться на службу поголовно. Также указывалось, что к началу января 1988 года при проезде командующего войсками Кавказского военного округа в Петербург его сиятельству было уже представлено начальником Терской области в Даркохе вновь сформированная Остинская сотня в пешем строю, причем обмундирование нижних чинов было найдено превосходным. Шашечные приемы у небольшого комка фронта производились вполне отчетливо. Шаг был смелый, вид людей молодецкий, вообще успехи, достигнутые этой сотней в столь короткое время после ее сформирования, нельзя было не признать поразительными. Также газетная корреспонденция этого времени указывала о том, что во время освящения знамени, о чем я скажу позднее, Остинского конного дивизиона в 1999 году, начальник дивизии имел счастье телеграммой на имя Кавказской дивизии, куда входил дивизион, на имя военного министра повергнуть стопам его императорского величества чувство беспредельной любви и преданности чинов дивизиона, на что последовал следующий ответ. Государь-император искренне благодарит чинов Остинского конного дивизиона за выражение чувств. Подписал генерал Куропаткин, тогдашний военный министр. Также на это приветствие ответили их императорские высочества великие князья Михаил Николаевич и Николай Николаевич, где они писали «Поздравляем», Михаил писал «Поздравляю Остинский дивизион с пожалованием штандарта, благодарю за депешу, уверен, что молодые остины будут верно и храбро служить под новым штандартом, как служили их отцы и деды под старым народным знаменем». Михаил также сердечно поздравляю Остинский дивизион с монаршей милостью, уверен, что он всегда будет службой этого достоин. И генерал-адъютант Николай. Это публикация из газеты «Русский инвалид». Это официальный рупор тогдашнего военного министерства. Если поговорить также о конкретике, форма справа
слева по мою руку, с краю чины Осетинского дивизиона, ну, это реконструкция в цвете тогдашней формы. И далее вот самая, наверное, ну, известная в интернете фотография чины Осетинского конного дивизиона начала 20 века. Это урядник, скорее всего старший урядник, вот, с крестами на черкеске, и рядовой. Вот у рядового на погонах можно увидеть маркировку ОС, то есть маркировку Осетинского конного дивизиона. А папаха она не имеет значения, да? Почему одного фашиста и другого? Ну, в принципе, папаха не регламентировалась особо в то время. Как бы тут кому какие нравились. Это для рядовых, да, были однообразные, а для вот урядника у них как бы, ну, шли на послабление там каким-то нарушением дисциплины. Точно так же, обратите внимание, вот не носили тогда этих самых, правильно называется, как вот на фуражках, кокарда вылетела из головы. То есть сейчас, например, даже вот терские казаки во Владикавказе и наши кубанские ходят с кокардами на папахах, но тогда этого абсолютно не было, то есть были обычные папахи без кокард. Это уже все были нововведения там, в гражданскую войну, в белом движении и так далее. То есть вот эта фотография знаменитая, где барон Врангель сидит в папахе, вот у него кокарда есть в черкеске в папахе. Вот. Ну вот у урядника, например, Георгиевские кресты 3-4 степени. Ну и на погонах рядового, о чем я сказал, маркировка по погонам. Ну также стоит сказать о тех людях, которые служили в дивизионе, несколько слов, то есть самые знаменитые. Например, там, сейчас вот об этом поговорим после этой темы. Например, в Осетинском конном дивизионе служил до войны известный осетинский офицер, друг осетинского поэта Костахи Тагурова, Татархан Басиев. Он отличился, служа в Осетинском конном дивизионе, и служа в нем в мае 1899 года был одним из провожатых Костахи Тагурова в Херсонскую ссылку. Провожал его до станции в Минеральных водах. Другие известные личности, это, например, вот известный осетинский офицер начала века Георгий Киберов, да, известный тем, что устранил чеченского абрека Зелимхана. Вот он был потом переведен в Дагестанский конный полк офицером, но до этого служил в Осетинском конном дивизионе. Также служил в последующем известный деятель в годы гражданской войны в Чечне, это офицер Тапа Чермоев, тоже младшим офицером Осетинского дивизиона. Ну, вообще офицерский состав был интернациональный, но я об этом позднее скажу, назову фамилии командиров и самых известных офицеров. Ну и вот, собственно, данная фотография, тоже подтверждение определенного события в жизни дивизиона. Это освящение знамени Осетинского конного дивизиона в 1897 году из журнала «Разведчик» взято. То есть это 3 ноября 1899 года, ну, Владикавказ, окрестности Владикавказа. Соответственно, освящал епископ Моздокский, Владикавказский, Моздокский Владимир. Ну, я не знаю, честно говоря, если в дивизионе служили осетины-мусульмане, видимо, все-таки большинство было христиане, поэтому решили, что знамя нужно осветить по православным традициям. Но вообще, вот эта этноконфессиональная составляющая в таких частях, она была такой, что, например, в той же дикой дивизии, в тех или иных полках, там вообще был состав, ну, полковой, очень интернациональный, мягко говоря. То есть там служили и персидские принцы, и даже потомок наполеоновского маршала Мюрата, потомок, внук Льва Толстого, там русские, кавказские, немецкие аристократы. И когда за столом сидели, если было больше мусульман, то по мусульманскому обычаю не снимали папахи даже христиане. Если было больше христиан, то папахи снимали, ну, и мусульмане в том числе. То есть, видимо, ну, и здесь что-то схожее было. Ну,
Тут вот полностью газетная заметка, конечно, я ее все зачитывать не буду. Кому интересно, в моем блоге в интернете опубликовано. Там ссылка будет в конце. То есть тут прежде всего основные моменты из этого освещения о том, что был многолюдный обед, был праздник, как бы, определенные празднества, которые праздновали чины молодой воинской части. Также вот само знамя было пожаловано в 1897 году, но освящено через 2 года, только не знаю, честно говоря, по какой причине. Вот в конце командир дивизиона указывал на то, что пусть отныне святой облик этого знамени, красующийся на нашем штандарте, будет служить нам всегда и везде напоминанием благословения Божьего, данной клятвенной верности и путеводной звездой на славу нашего дивизиона. И как резюмировал автор заметки в журнале «Разведчик», этим начиналась новая эра для части, занялась новая заря, полная надежды и искренних желаний каждого послужить во славу любимого дивизиона. В дальнейшем, вот то, о чем я говорил, о военной службе, почему Осетинский дивизион служил во Владикавказе, был расквартирован и был позднее переведен в Ставрополь. Дело в том, что в 1905-1907 году известные события русской революции, первая русская революция, соответственно, волна беспорядков, революционных всяких мятежей прокатилась по Кавказу. И, соответственно, в это время, в конце 1905 года, был характерен такой случай в жизни дивизиона, когда несколько всадников, видимо, отдыхая в каком-то заведении, понятное дело, под градусом, то есть затеяли какую-то драку и так далее. И этот дебош восприняли как бы как какую-то революционный какой-то мятеж. То есть там был убит один человек, и, соответственно, когда не смогли дознаться о том, кто это сделал, то одну из сотен, которая квартировалась во Владикавказе, выстроили и предложили им выдать как бы зачинщиков. Но они отказались от этого и, соответственно, там предполагали, что придется всех арестовывать. Но тут чисто бытовой случай, то есть это понятно и в наше время, это случается и в любой национальности, и в том числе и в армии бывает. То есть и тогда было принято решение, и то есть тут отмечается в воспоминаниях одного из очевидцев, что, узнав об этом инциденте, во Владикавказ ехались из аулов все родственники всадников, уважаемые старики осетины, которые были очень взволнованы и огорчены этой историей. Начались переговоры, и они приняли в них самое горячее участие. А подстрекателями в данной ситуации, то есть, естественно, выступали революционеры, которым было выгодно поднять эту воинскую часть и под знаменем якобы революционности показать, что эта часть не подчиняется правительству. И, соответственно, потом было принято решение о том, чтобы Осетинский дивизион квартировать не во Владикавказе, а в Ставрополе. Этот принцип в современной армии известен, когда призывников, допустим, из одного региона посылают служить в другой регион, подальше. То есть, тогда, видимо, то же самое было. В принципе, конечно, этот инцидент, он не говорит ни о какой революционности, просто это был какой-то бытовой момент в жизни всадников. Также в рапорте, в отчете временного губернатора Терской области, атамана Терского войска Колебакина за 1906 год отмечалось то, что, в принципе, эти волнения были в декабре 1905 года. Он указывает на то, что, в принципе, данный инцидент был бытовым. Никакой революционной окраски там не было. Очень много материалов
удалось найти в очерке того же Гапубаева по Осетинскому дивизиону. Ну, там, формат времени, конечно, не позволяет полностью их зачитать. То есть я еще остановлюсь на самых таких видных моментах из жизни дивизиона. Прошу прощения за задержку, просто тут все закончу, как говорится. Ну, вот также интересный момент из службы дивизиона и чем как бы Осетинский конный дивизион сыграл свою роль вот в жизни тогдашней российской армии. Например, такой факт, когда в 1910-е годы в России обсуждался вопрос о привлечении всеобщей воинской повинности народов Кавказа, и в частности адыгов, и западных, и восточных, различные адыгские публицисты указывали, разбирая данный вопрос, на положительный опыт привлечения осетин к воинской повинности. Например, вот в журнале «Мусульманин» за 1911 год есть такая цитата одного из адыгских публицистов. Естественно, что боязнь крушения религиозных начал, потеря молодых сыновей, поодиночке разбросанных по разным полкам необъятной России, чувство единства и близости, вековая привязанность заставляют туземцев меньше всего останавливать свое внимание на службе армейского солдата и пробуждает желание при отбывании воинской повинности быть сорганизованными в отдельные части, например, на началах Осетинского дивизиона. Не предъявляя требованиям отбывать воинскую повинность по общему правилу и по жребию, эти начала облегчают и тяжесть повинности для туземцев и дают государству стройную часть войска. В журнале «Мир мусульманства» за 1911 год, например, тоже схожая цитата от другого адыгского публициста. Природные наездники, великолепно зная лошадь, кабардинцы могли бы с успехом нести чисто кавалерийскую службу, образовав отдельные части, как, например, Осетинский дивизион. Несомненно, армия выиграет, приняв в свои ряды лихих наездников, способных к большим походам и любящих кавалерийское дело. То есть Осетинский конный дивизион в данном случае выступал как некая модель того, как могли бы отбывать воинскую повинность представители других народов Кавказа. Ну, в частности, в публицистике встречается и мысль о том, что и ингуши также хотели, чтобы из них был образован какой-то свой дивизион. Там грузинские какие-то тоже дивизионы, адыгские части. Но именно здесь Осетинский дивизион сыграл свою роль как определенная модель. И очень часто говорят о том, что в культуре, в военной практике часто кабардинцы были законодателями мод для Кавказа. Но уже когда шел этот период уже вхождения народов Кавказа в состав России, то уже, соответственно, тут осетины были более передовым образцом для других народов Кавказа. Ну, если говорить о командирах дивизиона, то тут примерно восстановлены все фамилии, кто командовал. Например, в 1893-1997 годах командовал полковник фон Крузенштерн Алексей Эрберт Карлович. В 1897-1999 годах полковник Лыщинский Михаил Зельмович. В 1899-1904 годах полковник Ткаченко Григорий Григорьевич. С 1904 по 1907 подполковник Сиротковский Виктор Дионисьевич. С 1907 по 1910 подполковник фон дер Нон Николай Николаевич. С 1911 года полковник Ехонтов Ростислав Николаевич. И в 11-15 годах полковник Мальцагов Сафарбек Султанович. В 15 году Крылов Владимир Владимирович. В 1915-17 годах Табасаранский Абдулбек, но это уже Осетинский конный полк. И первый, собственно, осетин командир дивизиона, полка, это полковник Хитагуров Василий Давцыкович. В прошлый раз я о нем рассказывал, о его гибели в 17 году. И полковник в 17 году, уже до революции, полковник Урумов Сафон Гагуевич.
Далее следует период, это служба Осетинского конного дивизиона в годы Первой мировой войны. То есть в год конца 2014 года, с августа 2014, как началась война, и по сентябрь где-то 2015 года, когда начал на базе дивизиона формироваться Осетинский конный полк, эта воинская часть, например, называлась Осетинский конный дивизион. В частности, вот в газете «Петроградские ведомости» в 2016 году сообщала, что Осетинский дивизион, участвовавший в настоящей войне с самого начала, уже зарекомендовал себя как отличный боевой материал. Рассказывает такой случай нынешней войны. В одном деле с австрийцами Осетинский дивизион оказался окруженным превосходящими силами неприятеля. Оказалось, выхода больше не было, как только сдаться, чего, видимо, уже ожидал неприятель, осыпая Осетин градом пуль. Но осетины твердо помнили завет отцов не сдаваться с оружием в руках. Такая сдача у горцев позор не только для сдавшихся живым врагу, но и для всего остального их рода. Они запели старинную боевую песню, которую поют в предсмертный час жестокого боя, и во главе со своим офицером бросились на врага, смяли его и прорвались к своим. Хотя это не обошлось им без потерь, но сдача врагов пугала их сильнее смерти. Это публикация, это свидетельство публициста осетинского Туганова в 1916 году в статье «Осетины на войне и в тылу». Ну вот еще немножко ранее, в 1912 году, вот в дивизионе был такой офицерский состав. То есть командовал полковник Мальсагов, это ингушский офицер. Ну, естественно, что дивизионом Осетины также командовали другими частями армии, например, Дагестанским конным полком. Примерно в этот же период командовал полковник Кусов Налтигоевич. Ну, также служили ротмистры Панфилов, Георгий Кануков, Владимир Крылов, Давид Тапациев, штабс-ротмистры Константин Кабиев, Федор Сытянко, Николай Гуржебеков, поручик Георгий Махатадзе, Борис Нагайбаков, Юсуп Макуев, корнеты Михаил Абациев, принц Нуси Агану, это, скорее всего, персидский принц из династии Каджаров, Решит Шамилиев, Борис Осипорский и прапорщик Николай Цалагов. Ну, то есть, в принципе, очень интернациональный состав дивизиона. Ну, вот также одно из первых отличий дивизиона в годы русско-турецкой войны написан в книге Киреева «Герои подвиги», рассказывающие об осетинах на службе в годы Первой мировой войны. Здесь, например, говорилось о том, что 13-14 августа 2014 года Третья армия, в которую входила Третья Кавказская казачья дивизия, куда входил тогда Осетинский дивизион, нанесла ряд поражений неприятелю, и он поспешно стал отступать. Осетинский дивизион вместе с другими конными частями бросился преследовать противника. В результате было захвачено 10 тысяч пленных австрийцев и взято 60 орудий. Ну, в принципе, в дальнейшем, вот, подводя итог службы Осетинского военного дивизиона, я не говорю уже, не касаясь службы полка. Почему? Потому что про Осетинский конный полк написано очень много, тем же Киреевым, современными осетинскими военными историками. Осетинский конный дивизион был выведен на переформирование в полк в 1915 году, и его формирование закончилось к 26 декабря 1915 года. Причем переформирование происходило у нас на Кубани, в городе Армавире. Ну, это крупнейшая железнодорожная станция, и поэтому в целях удобства все это происходило там. То есть по новому составу в полку служило уже 900 чинов, это и офицеров, и всадников. Кроме того, формировалась Осетинская пешая бригада, по примеру кубанских пластунских батальонов. Кроме того, в дальнейшем, в 1917 году, Осетинский конный полк должен был войти в состав формируемого Кавказского туземного корпуса на базе дикой дивизии. То есть, если в одна дивизия 6 полков, да, соответственно, в этот туземный корпус должны были войти еще ряд полков, сформированных из народов Дагестана, Осетинская пешая бригада, Осетинский конный полк. Но это уже его формирование не было закончено, так как в
17 году произошли известные революционные события, и в принципе в 18 году вся вот эта старая царская армия уже как бы посыпалась, не стало тех старых частей, вот, и поэтому тут как бы, резюмируя, подводя итог, можно сказать, что Осетинский конный дивизион это была одна из немногих воинских частей на Кавказе в тот период времени, отбывавшая именно всеобщую воинскую повинность. Поэтому, когда говорят, почему Осетин не была в некой дивизии, то отвечаем потому, что уже 24 года до ее формирования как бы была отдельная воинская часть, которая служила вот в российской императорской армии. Ну, в принципе, эта тема очень перспективна. Актуально, мне кажется, было бы написать полную историю дивизиона по материалам Осетинского архива, московских архивов центральных. И поэтому, подводя итог этой темы, еще, в принципе, время есть. Если вопросы будут по этой теме, я готов ответить. Дикая дивизия, она нерегулярная. И еще, я забыл сказать, там 90% дикой дивизии, в принципе, также она формировалась по этноконфессиональному признаку, это в основном были мусульмане. Там, может быть, небольшой процент христиан, это там абхазы, абхазская сотня, другие, офицерский состав дикой дивизии.